Пошли вниз, Нижний поселок. Ну что, дорогие друзья, всем привет, добрый вечер. Сегодня у нас прекрасный субботничный вечер в далекой таежной Якутии, поселок Айхава Мирнинского района. По вашим многочисленным просьбам мы решили снять мини-обзорчик по нижнему поселку по Айхальскому, так как уже давно были такие предложения. Тут у нас ничего не изменилось, в принципе, камни, мусор, все то же самое осталось. Единственное, конечно, что вот бордюры покрасили, асфальт и надпись «Улыбнись». Тоже хорошо, в принципе. Вот там какая-то женщина стоит наверху, смотрите, как она туда забралась-то. О, реально. Видно будет, нет. Вон там. А ты знаешь, что там нельзя находиться? Ну там же можно упасть. Там вы все падали. Да, там много кто падал. Ну давай слазь, это опасная штука. Ты же видишь, тут забор? Видишь? Все, давай там слазь. А мы думали, там какая-то бабушка стоит, блин. Правда, сдалека. Подозрительно, вот решили прийти. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Канал «Жизнь даю после». Когда-то я ходила в школу тут пешочком, а теперь все поросло травой, мхом и очень мокро. Фу. Тут, друзья, конечно, опасно лазить. Раньше вот здесь, когда вот падал ребенок, его потом саморейсом отправляли на Якутск, здесь все забором отгородили, и вот в той будке сидела охранница, женщина, бабушка. Ну что, месяц-два, там другой прошел, все успокоились, все забыли данную ситуацию, и опять все пооткрывали, он опять лазит. По-хорошему надо это все сносить, по-хорошему. Пару слов можете сказать про Нижний поселок, про Таюшку, как вам тут живется, нравится, не нравится? Что изменилось за последние 5-10 лет? Как живется? Так вроде все ничего, только вот мусорка нас смущает. Постоянно Вот мусор. это вот мусорка, да, вы смущает? Да, вот это около нас мусорка. Очень плохо убираются. То коммерсанты кидают. Я это картошку, то овощи. А, вот те вот. Да. А смущает то, что собаки разгоняют или что? И собаки, и вообще вот так люди приезжают и так раскидают. А вы давно тут живете вообще вот в Айхале? Я очень давно, с 84-го года. Жили лучше, так скажу. Вы имеете в виду в плане финансовом, это обеспечение материального, Ну, раньше как финансовому. Сейчас, подождите, наушник выключу. Раньше и зарплаты не давали, а люди как-то добрее жили. Все равно добрее. А сейчас люди злые, даже не здороваются, ходят. Поколение, наверное, не то все-таки, и власть меняется, демократия, наверное, все-таки Ну, в да. советское время лучше было. Все говорят, вот взрослое поколение, говорят все, что жили лучше. Лучше жили, лучше. Есть вот какой-то вот страх вот в плане того, что деревянные дома, как бы они и проседают же, и в плане безопасности, и пожара ситуации? Есть, конечно, у нас тоже дом аварийный. У нас две квартиры не живут, и он у нас садится постоянно. И у нас, конечно, страх есть, труп загорит или еще что-то упадет, конечно, есть. А вот у вас, вот я видел, соседний дом горел. Это что,
подожгли или это просто пьяный Это кто-то? какой дом? А вот сзади там тоже вот это деревянное строение. Повыше, по-моему, да? Или вот Это выше. 16-й дом. Там, говорят, была сварка, но не знаю, правда, нет, и из-за этого загорелось. Ну, вот люди еще компенсацию не получили, дом еще стоит не сношенный. Ой, не знаю, как компенсация, нам сказали, это будет только в плане, если Единая Россия там что-то решит, это с 22 года только. Ну, а вот эта вот компенсация, она полностью покрывает затраты покупки нового жилья? Или Нет, это какая-то конечно. часть? Нет, это часть. Там получается сейчас цена меньше стала, там 34 квадратный метр. Это наша квартира трехкомнатная, где-то даже 2 миллиона нету. Это нет, конечно, что там можно купить на материке. Мы даже вот как пенсионеры, у меня муж пенсионер, я пенсионер, еще, как сказать, ветеран, он у меня Россия, я ветеран Якутии, что? Что мы заработали? Ничего. Так грустно. Сейчас, друзья, мы быстренько зайдем, покажем вам, как живут в деревянных домах. В принципе, тут ничего такого нету, да? Вот предбанник, так называемые, коляски тут стоят, батареи, горячие, кстати, имеют. Все хорошо, замечательно. Почтовые ящики, деревянные. Ну, тут даже ковры. Тут все красиво. Тут красивое строение. Ну и второй этаж, в принципе, все то же самое здесь. Получается, по 2 квартиры на этаж. И питаются, курят. Хотя курить запрещено. Когда-то я тут проходила нормально. Теперь, мне кажется, она стала ниже. Сколько тут вытоптано по школе. Ё-моё. Вот так разровняли. А где-то, я понимаю, здесь окна, ванную, туалет, да? Ну да. Кто бы мог подумать, что в Нижнем поселке по улице Таежной, вот по Молодежке будет асфальт, да? Никогда такого не было. Ну вот, По друзья. Таежке-то нет асфальта, здесь только сделали. Там, наверное, никогда в жизни не сделают его. Его никогда не было. Таежки, да. И не будет, раз уж Нижний поселок будет вот это сносить. Дорога уже идет на Молодежку. Вообще Там. домов мало. Вон, смотри. У нас, да, уже Нижний Какой дом? поселок тоже идет. А вот это улица Попугаева 1 у нас здесь. Вот эта вот развилка. Наверх идет дорога. Дорога в Геолог. Это вниз идет дорога. И вот это вот идет у нас на улицу Таежную. Перекресток 4 дорог. Осталось воспоминания там какие-то? Так с 92-го года, конечно, осталось. Всю школу. Уши отваливаются уже все. Капюшон в помощь. Да и пар уже сорта такой небольшой идет. Ну, есть. Конечно, прохладненько уже. Все-таки Приполярье. Северное Приполярье. Stop. Please, stop. Видите, друзья, знак лежачий полицейский. Даже здесь есть лежачий полицейский. Вот так вот. Даже здесь уложили, ну. Да. Магазин «Геолог». Попозже туда зайдем, посмотрим, что там есть.
вкусного и не очень. Пошел, дорогой. Наидревнейший магазин Айхала. Какой он был 100 лет назад, голубого цвета, такой он и остался. Не, ну, магазин хороший на самом деле. Конечно. Раньше, я помню, 10 лет назад еще терминал стоял Макбанк. Здесь. А это, дядь Ваня, огурчики у вас почем? Большие? Она говорит, А вы в что у нас отпуске. снимаете? Зачем? Нельзя? Конечно. Конечно. А зачем? А для чего? Для себя мы снимаем, Для что себя. вы. А Снимать что, нельзя вообще можно А вы везде. же нас вон снимаете, я вон вижу, видите, на камеру. Вы ж нас вон Не, снимаете. нет. Ты серьезно? Не надо. Просто надо. вам нас снимать можно, а нам вас нельзя. Почему? Не, ну я говорю, нельзя снимать. Ну почему? Ну потому что Под зачем новину. мне мои цены, вы будете где-то что-то А только я снимать. это куплю. Не потом. надо, не надо мне. Идите вот. А я Мой так- сходите и кричите. А я там ну, уже что-то. был кричит, мне Ну, даже и привет вам никто передавал. там не дал. А чего так кричите? Ничего, я просто не хочу этого. Я тогда вас не буду снимать. Ладно, пошли. Видите, Пойдем. друзья, какая женщина? Сюда не ходите. Да. Противная женщина. Ага. В этот магазин, Потом друзья, не посмотрите ходите. закон, что можно снимать в общественном месте. Ну так, на будущее. А, ну Да. До свидания. Помашите, Удачи. помашите. Какой у нас магазин геолог? Некоторые добрые, а некоторые злые, да? Который запрещает снимать. Скидки, распродажи. Кому- Да. Видишь, поставили, наверное, чтобы, может, кто-то возьмет. Да заберут, что люстра хорошая. Капец, смотри. И тарелки, смотри, все изогнуты. Все.
Это, по-моему, двухэтажный был деревяшка. Вот эти вот. А, одноэтажный. Чайка. Друзья, поехали. Поехали. Он сказал, поехали. Сейчас немножко от темы отвлечемся. Вы сейчас сами видите в магазине ГИО, конечно, женщина была не права, да и мужик тоже был не прав. Она меня даже выталкивала. Она даже выталкивать не имеет права. На каком основании? Я снимаю для себя, я снимаю, ну, для семьи, там, показать, там, бабуле, дедуле, там, как бы родственникам. Почему я не могу снимать в общественных местах? Ну, они не понимают этого. Они отправляют к Гречихину. Пускай почитают законы. Очень комфортное местечко я себе тут подобрала. Классно. Пока летаем на дроне. Ждем. Да. Передышка.